Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Святого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Я Наумова Ольга Васильевна, я являюсь младшей дочерью Наумова Василия Васильевича, который родился в 1914 году и умер в 1976 году. Папа родился в деревне Антоновка Нюрбинского района. Он, окончив школу, в 1936 году закончил Иркутский техникум связи и по распределению был направлен в село Амга, где он работал начальником линейного участка Иркутского технического узла связи. А в сентябре 1941 года он, имея бронь работника связи, добровольно ушел в ряды защитников Отечества. Папа имел водительские права, и поэтому он был определен в противотанковую бригаду стрелкового полка. И так военным шофером-стрелком он прошел дорогами Великой Отечественной войны. Вернулся он только осенью, в октябре 1945 года, домой в Нюрбу. Отмечен медалями за взятие Будапешта, за освобождение Белграда, за победу над Германией. И вершиной признания его заслуг военных явилось участие в военном параде Победы 24 июня 1945 года в городе Москва. Отец мой был высоким, статным, физически очень развитым, широкоплечим, красивым мужчиной таким, и подбирали на подбор, их брали вот туда. И вот этот момент и мне рассказывали родственники. А из документов справка из Нюрбинского военного комиссариата от военного комиссара Шейкина, что он был участником войны с фашистской Германией и принимал участие на параде Победы в городе Москва. Воспоминаниями о войне он не любил делиться. Как-то я сама спросила его: расскажи, папа, про войну. Он говорил, это настолько было тяжелое и страшное дело, что я не хочу об этом вспоминать. При жизни он был очень достойным человеком, его уважали все наши родственники. Он был спокойным, интеллигентным, в семье очень хорошим отцом он был. Он был очень хорошим рыбаком и охотником, любил уезжать и построил избушку там в тайге на Вилюе. Родственники все относились к нему с уважением. Он с хорошим чувством юмора был, очень начитанным был. Он всегда в свободное время, я помню папу с книгой, всегда. Он был как ходячая энциклопедия для меня. О чем бы я ни спросила, он всегда расскажет, объяснит. Честный, очень принципиальным человеком. Я никогда не пойду со своими медалями простить что-то для себя. Это мой гражданский долг. Он вот так говорил, это я помню. В целях воспитания и развития патриотизма и гордости за нашу страну проведен конкурс рисунков среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сегодня мы вам представляем рисунки наших детей. Прадедушка Конан Петрович участвовал в Великой Отечественной войне. Он сражался за наше счастливое детство, и чтобы на земле был мир, и чтобы были рядом мама, папа, дедушка и все родные. Я нарисовал своего прадедушку, летая на самолете, уничтожал фашистов. И я горжусь своего прадедушку.
Мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне. Его зовут Харитонов Николай Петрович. Он родился 15 марта 1924 года. Был призван в армию в 1942 году. Служил в 982-м стрелковом полку в качестве стрелка-снайпера. Он был награжден медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией и Японией, а также орденом Великой Отечественной войны второй степени. Первый рисунок, я хочу рассказать, это рисунок вечного огня. Я нарисовала его так, как этот огонь напоминает нам о торжественной памяти павших героях того времени. Также я нарисовала руки, тянущие к солнцу, где написано «Мир». Это я нарисовала в поддержку того, чтобы мы не воевали больше, чтобы не было больше потерь. И я хочу сказать, что я очень горжусь теми людьми, которые заступились за нашу Родину, защитили ее. Ведь они стояли лицом к лицу к смерти, но они это знали и даже не отступали. Их можно называть смелыми людьми. Такими людьми надо гордиться и всегда их помнить. Ведь если не они, нас бы, может быть, и не было. Поэтому я очень горжусь теми людьми. Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне. Боевой путь прошел по дорогам 1 и 4 украинских фронтов. Участвовал в освобождении Курской дуги, городов Украины, Польши, Венгрии, Румынии и Чехословакии. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями за отвагу и за боевые заслуги и многими другими памятными медалями освобожденных городов и стран. На своих рисунках я изобразила голубя, который олицетворяет мир, и вечный огонь, который символически означает торжественную память народа о павших героев, борцах за свободу, за честь Родине. Я помню своего дедушку и горжусь им. Прадедушка Корякин Федор Никифорович. Нам Федор храбро воевал в 41 годах умер на поле войны. Похоронен в Орловской области. Мой дедушка ушел на войну и пропал без вести. Сейчас мы с мамой наводим справки о нем и о его подвигах.
Я нарисовал эти рисунки в память о тех героях. Благодаря им мы живем, радуемся и светит ярко солнышко. Мы сестры-тройняшки, нам 9 лет. А почему вы решили участвовать в конкурсе рисунков? Потому что наши прадедушки участвовали в войне, чтобы у нас было счастливое будущее. Мы никогда не забудем про подвиг наших прадедушек. Мой прадедушка дошел до Берлина, он боролся за нашу светлую жизнь. Моя картина посвящается блокаде Ленинграда, голодным годам и благородству солдата, отдававших свою пайку хлеба семьям с детьми. Победа в Великой Отечественной войне – очень важное событие для нашей страны. Благодаря самоотверженности наших дедов мы сейчас живем в мире и благополучии. Узнав от папы про конкурс, я сразу согласился и решил изобразить танк Т-34 в зимней локации во время выстрела. Потому как из рассказов про бабушки знаю, что зимой наши танки были в разы эффективнее, чем фашистские. А еще она рассказывала мне, что во время войны мой прапрадед Полев Николай Яковлевич был механиком и перевозил трактора на фронт. А также на Украине он участвовал в боевых действиях под городом Ровно, где был минометчиком. Он прошел всю войну и остался жив, чем я очень горжусь.